Здравствуйте, меня зовут Охлопкова Эмма. Тема моего доклада — биологический метод утилизации полиэтиленовых отходов с мощностью восковой моли. Окружностью является то, что в мире произошел рост бытового мусора. Для упаковочного материала товара первой необходимости широко применяются химические упаковки, сделанные из полиэтилена. Одно из самых более эффективных и экологически безопасных методов утилизации является использование живых организмов в их переработке отходов. Объектом исследования мы выбрали личинки восковой моли. Работа проводилась нами в течение 2 лет. Мы использовали методы наблюдения, измерения и эксперимент. В ходе финишных наблюдений мы выявили: первое — стерильный личинка восковой моли; второе — цикл развития восковой моли; третье — размножение. В 2020 году мы получили первое поколение личинок восковой моли, которое показано на рисунке 6. Провели с ними опыты в 2 подполностях по 15 личинок. И на рисунке 8 показан фрагмент соединенного полиэтилена. В этом году мы вырастили второе поколение личинок восковой моли, и на видео показана жизнедеятельность личинки восковой моли. Также с ними провели в 2 подполностях опыты по утилизации полиэтилена, которые показаны на рисунку 12, и на фрагменте 9 показан фрагмент соединенного полиэтилена. Результаты опыта показаны в таблице 2 и в таблице 3. Весь исследуемый фрагмент полиэтилена смогут утилизировать 6 личинок восковой моли за 6 месяцев, так как жизненный цикл одной личинки продолжается 50 дней. Пришли к следующим выводам. Первое. Из институтных данных мы выяснили, что полиэтилен — сложное органическое соединение, перерабатывающееся сложным способом. Второе. Полиэтилен плохо разлагается в природе, при сжигании выделяет токсичные канцерогенные вещества. Третье. В ходе опытов мы узнали, как развивается личинка восковой моли в домашних условиях. Четвертое. В результате исследуем нами выявлен биологический метод утилизации бытового полиэтиленового пакета с помощью личинок восковой моли. В ходе экспериментов мы выяснили, что средняя площадь утилизированного полиэтилена за один день может быть в среднем от 26,3 мм в квадрате до 20 мм в квадрате. Шестое. Нам рассчитано, что общая площадь исследованного фрагмента полиэтилена равна 4624 мм в квадрате, которые смогут утилизировать 6 личинок восковой моли за 6 месяцев. Седьмое. По результатам наших экспериментов мы произвели математический расчет, что при неопределенном разведении одна личинка восковой моли может утилизировать один полиэтиленовый пакет от 4 до 6,5 лет. Соответственно, 15 личинок могут утилизировать один полиэтиленовый пакет от 1,5 до 5 месяцев. Соответственно, данный метод утилизации является экологически чистым и очень эффективным способом. Можно даже предполагать, что этот процесс происходит и в самой природе. Благодарю за внимание. До свидания.